Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для близнецов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Итак, основная карта у нас четверка жезлов, карта победы, карта счастья, карта, знаете, когда мы достигаем своей мечты какой-то, когда мы празднуем свое достижение. Вообще у нас четверка жезлов очень часто связана со свадьбой, но как бы все сразу у нас на этой неделе вряд ли будут жениться, да, поэтому немножечко пошире будем говорить об этой карте, да. Здесь у нас, знаете, удовольствие от каких-то наших первых шагов, от первых достижений. То есть здесь может быть, конечно, праздник, здесь может быть застолье, здесь может быть вкусная еда, здесь могут быть покупки какие-то для радости, что-то красивое, может быть, элитные какие-то вещи, косметика, одежда. Может быть, кстати, по этой карте очень часто приходят деньги. Допустим, вы вкладывались в какое-то дело, какое-то новое у вас тут начинание, да, и вот появляются деньги тоже. Карта, когда мы получаем подарки, цветы, когда, может быть, меняем что-то в своем доме, допустим, мебель меняем, да, и кажется, что у нас там уютно, нам на душе хорошо, спокойно. То есть, вот знаете, такого комфорта карта, но комфорта заслуженного, когда мы не просто так это получаем, а когда мы вот заранее вкладывались во что-то, да, и вот это как результат такой. От этого нам вдвойне приятней. А теперь следующие события, которые на этой неделе будут происходить. Девятка мечей. Карта говорит о том, что мы тут позволяем каким-то мыслям неправильным, да, влиять на нас. Мы теряем энергию от того, что чего-то боимся, о чем-то думаем, что от нас не зависит. И от этого мы можем мало того, что терять энергию, мы можем даже заболеть. То есть девятка мечей – карта очень такая опасная, потому что мечи – это наша ментальная энергия, это то, о чем мы думаем. И тем более мечи – это карта очень быстро меняющихся ситуаций. Вот стоит ли уделять столько внимания тому, что так скоро изменится? То есть, может быть, нужно перестать об этом думать, переключиться на какие-то другие вещи, на достижения, да? То есть, ну, как-то ситуация такая вот может быть все-таки. А девятка мечей – это у нас, знаете, может быть, даже какая-то агрессия, да, от каких-то людей. Это может быть там сплетни какие-то, и мы по этому поводу переживаем. Или негативная оценка, которую нам дают другие люди. Может быть, кстати, здесь что-то касается и интернета. Может быть, допустим, через интернет какие-то сообщения приходят, которые нас расстраивают. Может быть, здесь невозможность куда-то поехать, полететь на самолете, да, и так далее. То есть какие-то вот ситуации, которые мы не можем контролировать, которые контролируются, может быть, ну, более, в общем, людьми, которые определяют законы, скажем так, да, вот мы не можем на это повлиять, но почему-то переживаем, то есть этого не нужно делать. А также карта говорит о том, что, может быть, есть желание с кем-то поспорить, может быть, с какой-то даже группой людей, да, там, с коллективом, со своим, допустим. В общем, пойти против всех. Тоже может быть такое. Но карты все-таки говорят о том, что это зря, это очень быстро заканчивается, нужно как-то просто перестроиться. Нужно как бы на волну удачи на какой-то выйти, да, то есть наши мысли, они же нас держат в каком-то определенном пространстве ментальном, да, вот, то есть нужно переключаться. И вот также у нас семерка мечей, тоже карта родственная, говорит о том, что, может быть, наши какие-то желания не совпадают с реальностью, а мы все-таки стараемся нарушать правила, мы все-таки стараемся сделать по-своему, хотя знаем, что это может для нас плохо кончиться.
Это может быть и в отношениях, да, это может быть и в работе, и в финансах. То есть нужно быть очень осторожным с нарушением правил каких-то. Может быть, даже с нарушением законов. Семерка мечей – это карта у нас, знаете, таких нарушений как раз каких-то договоренностей или, может быть, нарушение своих обязательств. Вот нужно быть осторожными. Очень часто здесь можно что-то потерять по этой карте, да, может быть, потерять что-то важное, либо, может быть, кто-то из окружения может что-то у вас забрать лично, может быть, даже идею какую-то украсть, да, то есть нужно быть очень осторожными. Так, что еще тут можно сказать? Скорее всего, не хочется выполнять свой долг, не хочется выполнять обязательства, которые мы на себя взяли. Может быть, знаете, не хочется звонить тому, кому нужно, не хочется работать вот в той организации, в которой какие-то порядки нас, допустим, не устраивают. Или, может быть, не хочется оказывать услуги другим людям. Может быть, работа, которая вот по оказанию услуг вас не устраивает. Допустим, вам как бы не предлагают работу такую, на которую вы готовы пойти, да, а предлагают, допустим, там какого-то электрика, сантехника или еще что-то такое, да, вот когда вас, ну, как бы вам эта работа не нравится, может быть и такое. Теперь дайте посмотрю, что у нас тут дополнительно. Да, может быть, знаете, что-то захочется для себя, для дома, там, для красоты, да, и, может быть, допустим, на это нет средств, а вы, несмотря на это, допустим, приобретаете, покупаете, и знаете, что потом, допустим, для вас это может плохо обернуться, да, у вас, как бы вы деньги потратите, ну, которые для каких-то важных дел, на какие-то важные нужды. То есть осторожнее здесь нужно быть. И карта старшего аркана влюбленные. Карта говорит о том, что либо будет действительно очень хорошие взаимоотношения со второй половинкой, для кого-то это знакомство с человеком, который вам прям по судьбе предназначен, либо это будет выбор, как раз выбор между настроением, да, которое вы сами себе создаете на неделе, выбор между тем, нарушать правила или нет. Здесь, знаете, когда нам нравится чье-то, то, что нам не принадлежит, и мы можем себе вот это разрешить, да. То есть вот карта выбора говорит о том, что нужно хорошо подумать, нужно ли нам это чужое или нет, потому что потом вся наша жизнь изменится от этого решения. Так, давайте теперь посмотрим, что будет в отношениях для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что можно познакомиться, какой-то сюрприз может жизнь преподнести вот в плане знакомства с новым человеком. Может быть, это знакомство во время обучения, может быть, это знакомство, знаете, во время, ну, как-то на работе даже, во время профессионального какого-то, может быть, это какие-то конференции или еще что-то такое, да. Это может быть через интернет знакомство тоже. Ну, в любом случае здесь это приятно. Может быть, даже через письмо, через какое-то вы знакомитесь. Для тех, кто уже имеет пару, карта говорит о том, что какой-то новый цикл жизни для вас начинается. Скорее всего, вот если вот говорить о каких-то важных вещах, это может быть даже вступление в брак. То есть вот эти две карты, они говорят об одном и том же. Либо там предложение руки и сердца, либо это смена статуса, допустим, стали родителями, стали дедушкой, бабушкой или еще что-то такое, или переехали на новое место. В общем, что-то такое важное. Это если в глобальном смысле. Если в мелочах, то это просто какой-то подарок, допустим, очень дорогой. Это может быть подписание какого-то важного документа, который вот ваши обязанности закрепляет. Это может быть новый период жизни, допустим, если вы недавно совсем вместе, да, то вы вот становитесь семьей, да, то есть на долгое время отношения завязываете. Ну и вообще карта, которая говорит о том, что может быть
какие-то обязательства на вас на этой неделе возлагает ваш партнер, и вы вот теперь должны все время их выполнять. Ну и также, знаете, может быть такое чувство единства, единения со своим партнером, да, когда у вас вот все общее, все вам нравится, все устраивает. Для тех, кто в ссоре, семерка бубновая говорит о том, что, может быть, вмешиваются какие-то люди, другие вот в ваши отношения, и, может быть, это зря. Если вы просто поговорите друг с другом честно и открыто, то это хорошо, это решит проблему. Но если будут вмешиваться другие люди, то лучше не стоит этого делать, потому что ничем хорошим это не закончится. А теперь для тех, кто в поиске работы. Девятка. Трефовая говорит о том, что будет, скорее всего, сложно с поиском работы. Ну, вообще вот эта карта, которая говорит о том, что если вы найдете работу, то будет очень много, такая очень сильная занятость, когда вы очень устаете. Но также карта говорит о том, что можно добиться каких-то успехов в профессии, в карьере. С другой стороны, эта карта может говорить о том, что есть конкуренты какие-то у вас, да, может быть, допустим, несколько человек приходят на собеседование и кого-то только одного выбирают. И здесь вот нужно бояться каких-то манипуляций. Лучше всего здесь показывать себя правдиво, да, искренними быть, ни в коем случае не приукрашивать себя. Для тех, кто уже работает, восьмерка бубновая говорит о том, что какие-то очень важные события происходят у вас на работе на этой неделе, причем здесь прям разрешение каких-то сложностей, каких-то трудностей, уходит какая-то тяжелая ситуация. Карта говорит о том, что, может быть, вы получите наконец-то ответ вот на тот вопрос, который вас мучает. Что-то вмешивается в вашу жизнь, причем позитивным образом. Прям решается ситуация. То ли люди новые, то ли сами обстоятельства как-то поворачиваются, и вы от всех проблем тут уходите. Для тех, у кого свое дело. Дама червовая говорит о том, что здесь могут быть какие-то перемены, могут быть какие-то поездки по делам, может быть, кстати, приход каких-то новых, может быть, партнеров, да, которые повлияют на ваше дело. Также это касается и семьи. Может быть, кто-то из семьи будет вам помогать. Может быть, семейный бизнес, да, там со своими детьми, с женой, с мужем, родителями и так далее. То есть вот это тоже возможно. А что еще? Может быть, улучшение какой-то ситуации, прям неожиданное у вас в бизнесе. Давайте деньги посмотрим. Для тех, кто на зарплате, десятка трефовая как раз говорит о каких-то хороших предложениях по поводу денег. Это может быть, кстати, даже и предложение новой работы какой-то, более выгодной. Также эта карта говорит об удаче какой-то именно финансовой. То есть как раз вот это денежная карта. Также карта может говорить о том, что ваши деньги зависят от вашего начальства, от администрации. И вот нужно именно с ними как-то правильно общаться, правильно договариваться. Для тех, у кого свое дело, здесь карта говорит о том, что с деньгами будет не все так просто, могут быть какие-то обманы на деньги, нужно быть очень внимательными. Могут быть, знаете, даже мошенничество какое-то. Вот особенно если вы там делаете какие-то закупки большие, да, и вы еще не знаете, допустим, этого поставщика, вот проверяйте, во-первых, все очень хорошо, во-вторых, лучше всего у проверенных людей все там покупать, закупать, заключать сделки. И знаете, может быть даже какая-то прям агрессия вот по поводу денег, может быть даже кто-то, прям настойчиво может у вас их требовать, да, для себя. Также эта карта говорит о том, что, может быть, нужно учиться управлять деньгами, с финансами как-то разбираться, как-то подружиться с ними лучше, да.
Так, может быть, какие-то новые пути для зарабатывания денег. Давайте совет посмотрим. Совет для близнецов на эту неделю. Карта говорит о том, что нужно сохранять все время оптимизм и постоянно стараться вот стремиться к чему-то новому. Карта говорит о том, что, может быть, вот во все вкладывать такую, знаете, творческую силу, да, вот любовь во все вкладывать, не рисковать, там, не играть в лотереи, допустим, да, а вот именно стараться всего добиться собой, вот собственной реализацией. Карта говорит о том, что может быть для кого-то тут повышение, да, может быть вот повышение в должности, в общем, какая-то власть тут может быть. Поэтому, если будут какие-то предложения, то совет на них соглашаться, потому что вам это только на благо. Ну и также карта хорошая для того, чтобы показать себя, да, то есть как-то проявить себя, чтобы другие люди нас увидели с лучшей стороны. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.